Художник, когда хочет сделать выставку, он должен всегда с кем-то договариваться. Да? Ну, например, с музеями не всегда это легко достичь, потому что у музеев свой график работы. А тут наша собственная галерея, которая принадлежит Союзу художников, и в любой момент член Союза художников единолично или в группе может сделать выставку, и эта галерея у нас никогда не пустует. Вход свободный, открыт для всех желающих. Небольшая галерея, но она одна из лучших в Якутске, потому что у нас хорошее освещение. А хорошее освещение – это половина успеха для выставки. У нас в среднем бывает от 8 до 14 выставок в год. Это бывают и молодые художники со своими персоналками, и наша групповая выставка, когда мы все вместе смотрим, кто что сделал за последнее время. Бывают тематические выставки, очень интересные. Сейчас у нас очень необычная выставка с очень редкой темой. Она посвящена пленэру, то есть работе на открытом воздухе. Мало того, что пленэром художники вообще занимаются не очень часто, так как это сложно организационно, психологически. Эта выставка уникальна еще тем, что пленэр создавался не в пределах нашей республики, а за ее пределами. Это Дальний Восток. Под городом Владивостоком есть такая деревня Андреевка. Это, можно сказать, Мекка для приморских художников, потому что там очень удобные условия проживания на любой кошелек для художника и огромное количество разнообразия пейзажей. То есть за день можно написать 10 пейзажей с абсолютно разными мотивами. Где-то гора, где-то залив, где-то домики заброшенные. Огромное разнообразие сюжетов. Художники нередко задумываются и думают, а что я скажу, какой мой голос, и начинаются поиски своего художественного стиля, своего языка. И нередко поэтому мы все попадаем в область работы в модернизме, то есть это разнообразные формы современного искусства, которое может основываться все-таки на реализме, на отражении действительности, либо создавать эту действительность, ту, которая есть, например, только лишь в твоем внутреннем воображении. В данном случае работы, в принципе, все замешаны на реализме, они стоят на нем, потому что тут абстрактных сюжетов нет, это все отражение действительности. Другое дело тот язык, о котором я говорю, да, у каждого свой язык. Кто-то продолжает придерживаться принципов академизма, потому что ему это дорого, ему это интересно. А кто-то ищет совершенно другой стиль, находит себя в нем и показывает себя в нем. Поэтому эти работы и похожие все между собой, и разные совершенно. Я не очень люблю академизм. Мне очень скучно писать в академической манере. Потому что с тех пор, как придумали цветную фотографию, мне кажется, в реализме как бы немного отпало вот это вот. Хочется изобразить именно... Для меня это, например, ритмы, да? Какой-то вот цвет, но цвет, чтобы был цельный, чтобы это было как-то знаково. Поэтому, ну, это вот мой стиль. Я люблю проснуться рано, и пока никого нету, и никто не жужжит по духам, взять там дневник, может, что-то записать, может быть, что-то там подумать о своем, там, может быть, стихотворение сочинить. И я вдруг увидела огромное окно, и в нем вот эта вот миллионка. И утренний Владивосток во всей своей красе, мокрые крыши, голуби, вот это вот утреннее солнце сквозь тучки пробивается. И меня так захватил этот вид, это так красиво было, как-то так
так радостно. Первые модернисты у нас из таких, кто серьезно в этом работал. Вы знаете, даже я своего отца могу назвать. Собакин Афанасий Петрович. Он закончил сначала Якутское художественное училище, потом он несколько лет учился на курсах Грабаря. Он вернулся в Якутию молодым художником с абсолютно академическим стилем. Его первые работы – это такие правильные, хорошо отражающие действительность работы. Но потом, хорошо, что раньше Союз художников очень мощно поддерживал своих художников. Он после одной из поездки в Москву вернулся с совершенно перевернувшимся сознанием. Он понял, что художник – это не просто отражение действительности, это еще выражение собственного «я», и он стал искать его. Самым, наверное, ярким выражением его стиля можно считать работу «Танцующие стерхи», которую все могли видеть в Национальном художественном музее. И там видно, как далеко он ушел от академизма. То есть это совершенно другая пластика, другая стилистика, другой цвет. И что интересно, в советское время его даже обвиняли в том, что у него не очень-то и якутская живопись, потому что она слишком динамичная, и она слишком разноцветная, что мы тут, якутяне, такие суровые, холодные и сдержанные. Я помню, он очень расстраивался из-за этих слов. То есть даже тогда, вот в 1955 году, это было каким-то шагом вперед, это было каким-то смелым экспериментом выйти за рамки того, что от тебя сейчас ожидают. Если ты идешь против течения, то ты оказываешься в очень сложном положении. У нас к модернистам я бы отнесла Валерьяна Васильева, Юрия Ватякова и Исаия Капитонова. Я не думаю, что им уж очень сложно пришлось, но у них и не было крайних проявлений авангарда, например, да, какого-то подпольного. Их просто работы были более модерновые, чем у других художников. Эти три художника были отмечены очень ярким талантом, не заметить их было невозможно, но и при жизни у них не было такого, прям скажем, бешеного успеха, потому что большой поддержки они не получали. Я думаю, в отдаленных местах, в том числе и в Якутске, отдаленных от центра, сложнее было быть модернистом в советский период времени, потому что не образовывалось кругов единомышленников. Они, в принципе, действовали в одиночку. Если в крупных городах там были целые объединения, да, которые понимали друг друга, устраивали выставки квартирники, да, то есть у них был круг поклонников, у них материальной поддержки не было, но были, по крайней мере, те, кто их понимает, то в Якутске, конечно, с этим сложнее было. И вчера, и сегодня, скажем, эта ситуация сохраняется. Я считаю, что Старостин – это очень известный, высоко оцененный художник, но его роль до сих пор может быть не полностью осознанна, да? Старостин – это очень серьезный художник и очень современный художник. Я думаю, что он своими работами очень многим приоткрыл дорогу и показал, что экспериментальное может быть серьезным, новаторство может быть серьезным.
Я думаю, что он сам, не желая этого, да, очень сильно повлиял на многих якутских художников. А зародилось это вот еще оттуда, от Юрия Ватякова. Я думаю, что есть связь поколений, даже та, которую мы не сознаем. У нас искусство такое, да, в Советском Союзе было, как будто ни импрессионистов, ни экспрессионистов, ни сюрреалистов, ничего как будто на свете не было. Только вот соцреализм вот этот. Остальное все как бы особо не одобрялось. А мы хотели, ну, как бы по-своему писать. После училища я поступила в Владивосток. Я очень рада, что я там отучилась, потому что там школа не академичная. Там школа, она ближе к современной школе, она ближе к сезонизму, то есть больше цвета, больше красок, больше непосредственности. Пошла сразу в училище, кстати, работать. Преподавала. Приезжают мои любимые подруги после вузов. Прекрасное время 90-е для нас. Задорные, полные сил. И мы хотели опрокинуть. Искусство было такое советское, очень правильное. Флагистон свою группу создаем, делаем выставки. В общем-то, очень такие интересные, успешные. Флагистон-то мы там всех принимали. Были очень такие маститые художники, мы их принимали, потому что они нам нравились, и кому мы нравились. Флагистон уже как бы эра прошла. Это уже было начало 2000-х, и мы решили назвать группу «Узкий взгляд». Вот. Ну, типа художник смотрит таким взглядом, прищурен. Ну, там как-то это все оговаривалось, вот это все кредо. Очень красивый каталог сделали к этой выставке. Евдокия забыла рассказать об одной из интереснейших выставок, которая называлась «Отсюда и досюда». Она проходила в крупном выставочном зале по Кирова 9, здание Комдрагмета, и длилась всего неделю. Это была одна из самых интересных молодежных выставок того периода. Участвовать мог любой желающий, кто считает себя молодым художником. Она была очень интересна по концепции, поскольку там в этом зале, как вы знаете, есть 4 колонны, которые поддерживают своды потолков. Да? Мы их оформили как ноги мамонта, обвязали их черными мешками, которые предназначены для мусора, да? Набили их газетами, студенты помогли. И получились такие толстые, пухлые ноги мамонта. Был хобот мамонта. И ты, когда заходишь в зал, ты перво-наперво видишь огромного мамонта, который ушел куда-то за потолок. Работы были завернуты в кальку, и когда выставку открыли, зрители должны были подойти и сорвать эту кальку и открыть для себя. Это было символическое открытие выставки, открыть для себя новые работы, открыть для себя новые имена. У нас очень удачная группа наша, моих однокурсниц. Мы все друзья до сих пор. Это с училища. И, в общем-то, все творчески работают. Подруга моя одна крутой дизайнер, другая вот это вот совершенно самый талантливый, я считаю, ну, самый замечательный художник-сценограф Катя Шапошникова. Туяра Шапошникова гениальный график, Ольга супер дизайнер. Все как бы успешные в своих профессиях. А я очень люблю, в принципе, преподавать.
В данный момент у нас идет практическая работа, задание по композиционной живописи, значит, натюрморт в интерьере. Такой экспериментальный у нас такая постановка. А называется она под кодовым названием «Натюрмортный фонд». Вот в натюрмортном фонде у нас стоит манекен, и гипсы античные, и корзинки. И вот я вот такую вот постановку поставила, думала их озадачить. Они ни черта не озадачились, пишут. В общем-то, это сложная для второго курса постановка. Мы такие не ставили раньше, я не ставила. У меня группа это какая-то очень такая способные тут ребята, и они какие-то самонадеянные, может быть. Может, я хочу сбить немножко самонадеянность, но не удается. Они вот с невозмутимым лицом пишут. В общем-то, справляются. Может быть, тебе с теневых мест начать? А? Прямо вот. Ну, как бы для меня легче всегда писать с темного, да? Тогда как бы это опорные точки становятся, конструкция сразу проглядывает этого натюрморта. А так вот как бы оно, как бы вот в кисель такой, вот можно плюхаться в этом киселе вот как бы до бесконечности. Во, видишь, сразу, хоп, пятно появилось. Уже как-то интересней. Когда вот такой вот слишком в одном тоне, да, я начинаю прямо, это, как сказать, путаться. Там путаешься в оттенках, и в тональности, и в цвете путаешься. Я, в принципе, сильно их не критикую, потому что они все работают по-своему. А потом это вот у нас композиционная живопись, да? Тут чисто творческие задачи у них. Они должны найти свой язык, свой способ. Если в академической живописи у нас все-таки там правила, они должны там правильно писать. Вот, например, вот эту вот голову они пишут на академической живописи, да? Ну, тут они должны вот прямо правильно написать, построить, нарисовать. А тут они как бы должны дать себе волю и немножко творчески подойти. Немножко получить удовольствие от живописи. Процесс живописи и рисования – это процесс очень увлекательный и радостный. Это же, по сути, наслаждение, вот, медитация. Вот у меня студенты, они прямо вот тоже пишут прям с удовольствием. Вот. И вот чувствуется, что они вот уже втягиваются в этот процесс. Основная моя тема – это поток сознания. Я люблю играть, вот, это пассиансы. Потом я люблю очень натюрморты всякие писать. Мне вот это тоже нравится. Или такой ассоциативная картина какая-нибудь. Вот. Например, «Мечта о синем носороге». Я чувствую удовлетворение и очень довольна. И день прожит не зря. А человек должен идти, развиваться. Самое же главное – это познание и творчество. Раньше я была больше склонна заниматься живописью, и она у меня была более склонна к модернизму. В основном это я изображала каких-то персонажей, какие-то пейзажи, какие-то цветочки. Один из крайних таких примеров, когда я впервые в жизни позволила себе геометрическую живопись. Я ею давно интересовалась,
И всегда мне казалось, что это невозможно. Взять линейку, расчертить холст на ровненькие квадратики, взять яркие краски и ровненько, как забор, эти квадратики закрасить и выставить эту работу и сказать, вот моя картина. Я себе этого просто не разрешала. И вот однажды в какой-то период застоя я решила все-таки дерзнуть, попробовать. Это было огромное удовольствие. Я написала несколько вот таких вот работ, они все тематические, имеют свое название, свое смысловое содержание. Это одно из таких наиболее ярких моих воспоминаний. В принципе, это то состояние, которое ищет художник. Сейчас я склонна работать больше знаками и в самых неожиданных материалах. Ткань, металл, стекло, бусы. Люблю сверлить сверлом, дырки какие-то делать. Я часто говорю про слово «позволить». Я думаю, это на самом деле очень важное слово для современного человека, для художника тем более. Да? Я позволяю себе сейчас больше прислушиваться к своим каким-то, может, сиюминутным желаниям и экспериментировать именно в этой области. 3 года назад в Москве в Музее современного искусства МОМА состоялась выставка якутского современного искусства «Копи смех к зиме». Эта выставка оказалась настолько успешной, что ее дважды продляли по срокам. Это вообще сверхуспех для Москвы, для московской площадки. Современное искусство Якутии, оно, во-первых, замешано полностью на региональном компоненте. Оно все обращено к национальной культуре, на мифологии, на материальной культуре. Это уже само по себе дает экзотичность. Говорили, что особенность этой выставки, что это связь 2 поколений. Старшее поколение – это мы, члены Союза художников, в лице меня, Натальи Николаевой. Анна Петрова, хотя она не старшая, она среднее поколение. И совершенно молодое новое поколение, такие как Устья Дагардурова, Наталья Христофорова, Александр Иннокентьев. То есть уже совершенно молодая поросль. И у нас получилась такая интересная цельная выставка. У нас в Союзе художников Якутии уже 4-й год работает проект «Земля Аланхо». Этот проект придумала Ольга Зотова, искусствовед из Владивостока. Она говорит, а давайте покажем искусство Якутии по России. Выставка эта побывала в 9 городах. И эти выставки вызывают необычайно яркий отклик у зрителя. У изобразительного искусства Якутии очень большой потенциал. Не случайно у нас самый крупный союз художников по Дальнему Востоку, если смотреть соотношение количества населения и союз художников. Да? И я думаю, что мы находимся накануне какого-то взрыва, что якутское изобразительное искусство заявит о себе очень ярко, как в свое время очень ярко заявила о себе якутская графика до эпохи Мунхалова, когда мы прогремели на весь СССР. Я хотела бы верить и надеюсь, что вот мы сейчас примерно вот в таком же состоянии. А в какой области мы выстрелим, я не знаю. Может, это живопись, может, скульптура, может, современное искусство.